Ожоговый центр санрейсом был доставлен пациент с многофакторным повреждением кожи. Это факторы горения и воздействия химических реагентов. Площадь ожога составила 30% тела. Пациент 32 лет поступил в РБ-2 в крайне тяжелом состоянии. Тяжесть его состояния была обусловлена баротравмой, ожоговой болезнью, повреждением внутренних органов. Благодаря работе мультидисциплинарной команды мы смогли стабилизировать состояние пациента. От тяжелых ожоговых ран пострадала спина, поясница и локти пациента. Повреждения кожи произведены на разных глубинах ткани. Такая шоковая гипоксия тканей и органов может приводить к необратимым изменениям, либо быть фоном для дальнейших функциональных и органических нарушений. Чтобы избежать осложнений, на операции работает большая команда врачей, комплексно следя за показателями всех органов и состояния организма. В операционной стоит одна из самых опытных бригад операционных ожогового центра. Главный оператор Евгений Александрович Петров, врач-хирург, заведующий детским отделением, пластический хирург и Стручков Николай Гаврилович и врач-анестезиолог Коваль Александр Степанович. Пострадавшему провели аутодермопластику с применением аминокислот для стопроцентной приживляемости кожи и эстетического косметического эффекта. Говоря по-простому, при пересадке кожи под приживляемую ткань будет налаживаться биологический продукт, который и произведет благоприятные условия заживления ран. Сначала создается донорская ложа раствором анестетика, методом ползучего инфильтрата Вишневского, потом производится забор аутотрансплантантов. Вот это вот так выглядит. Сейчас на кадрах вы видите забор трансплантанта специальным оборудованием. Это дерматом фирмы «Зиммер». С помощью него собирают кожу толщиной 0,3 мм. В нашем случае сбор ведется с бедер и икр. Забирается вот такой кожный аутотрансплантант. Получается, что мы пошли дальше, чем клеточные технологии. Все-таки клеточные технологии, как я считаю, они длительные по применению. Если выделять свои собственные клетки, это время достаточно много проходит. Это очень сложно и опасно для самого пациента, когда он находится в тяжелом состоянии. Использование продуктов мультифакторных, факторов роста, чем хорошо. Во-первых, это сигнальные аминокислоты, которые не могут дифференцироваться в опасные какие-нибудь клетки. Я говорю о онкологических клетках. Это аминокислота, которая заставляет клетку работать правильно, как дирижер. Биоинженерный и биологический продукт аминокислот был доставлен из Московского медицинского учреждения, который базируется в Институте гематологии имени Дмитрия Рогачева. Подобная операция будет проведена в 2 этапа. Высокотехнологичный продукт обеспечит быстрое заживление и сократит время реабилитации. Марферина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск.